Теплое море, жаркое солнце, сочные фрукты и, конечно, места неземной красоты. Ежегодно тысячи туристов из разных уголков России и других стран выбирают Абхазию для отдыха. Уже через 2 недели здесь официально начнется туристический сезон. Прогнозировать его развитие сложно, учитывая нестабильность текущего времени. Однако министр туризма отмечает, что прогноз остается оптимистичным и ожидается, что нынешний сезон не будет хуже предыдущего. Общаясь в ежедневном режиме с людьми, которые занимаются Абхазией со стороны Российской Федерации и внутри абхазские туристические компании, видя, безусловно, некий спад на майские праздники, да, скажем так, в мае месяце, но все равно прогноз оптимистичный, что наш нынешний сезон не будет хуже предыдущего. Вот то, к чему мы сейчас приходим, общаясь с туроператорами, которые как раз-таки занимаются тем, чтобы привлекать людей в нашу страну. В прошлом году июнь был очень дождливым, что привело к позднему старту туристического сезона. Однако эти потери удалось компенсировать за счет теплого сентября и октября, а гости продолжали приезжать даже в ноябре. В связи с этим планируется и предпринимаются усилия для увеличения продолжительности туристического сезона, рассматривая развитие туризма не только в летние месяцы. Мы вот в январе месяце этого года объявили цифру посетивших Абхазию, общий поток, вместе с однодневным туристом за 12 месяцев. Мы умышленно это сделали, чтобы показать людям, что и осенью, и зимой мы все видели, что у нас были отдыхающие. И пришли мы к цифре общей в 1,8 миллионов туристов. Это, скажем так, в условиях современного мира не такая уж и плохая цифра. Астамур Логу подчеркнул, что в республике растет номерной фонд. Люди верят, что туризм – настоящее и будущее страны и связывают свои бизнес-идеи и инициативы с этим направлением. Безусловно, при росте номерного фонда должен наблюдаться аналогичный рост туристического потока. Однако туристический поток не всегда соответствует увеличению номерного фонда. Я в бытность, скажем так, свою депутатом парламента хорошо помню, когда пришли крупные инвесторы в Абхазию и купили большое количество старых пансионатов и отелей, на тот момент не действующих. Вот до этого момента весь малый и средний бизнес, это в большинстве своем и сейчас остается, значит, оплотом нашего развития туризма. Но на то время они заполнялись очень хорошо. Потом появились большой номерной фонд. Ну, например, условно говоря, если у вас небольшой отель в 10-15 номеров, а рядом стоит огромный корпус в 200 номеров, очень сложно вам будет соревноваться в цене, так как у него большой номерной фонд. Это аксиома, скажем так. И тем не менее, мы не должны отказываться как от инвестиций вот в большие современные отели, так и, безусловно, найти надо форму поддержки малого бизнеса в сфере туризма. Астамур Логу отметил, что республика находится в конкурентной борьбе, и если не повышать уровень сервиса и качества предложения, а также не создавать условия для того, чтобы гости уезжали с теплыми и добрыми эмоциями, трудно будет успешно развиваться в туристической сфере. В Министерстве туризма разрабатываются целые программы, чтобы презентовать и рассказать именно о малом бизнесе. Это их риски, это долги, это кредиты, далеко не дешевые, когда это все строилось. Но сегодня мы с руководством страны много раз это обсуждали, с президентом, с премьер-министром. Сейчас, слава богу, появляются программы. Вот в Министерстве экономики одна из них по льготному кредитованию для малого бизнеса. Это программа абсолютно. Это не связано с российскими банками. Здесь идет речь о субсидии процентной ставки, когда государство, заботясь о малом бизнесе, предлагает ему кредит, где половину практически кредитной ставки процентной платит за тебя государство. Вот до 20 миллионов это как раз тот кредит, который ательер малый может использовать. У нас конкурентная борьба между Краснодарским краем, Грузией и Турцией. В большинстве случаев мы боремся за российского туриста. Астамур Логу отметил, что эта борьба обостряется, когда у российского туриста могут быть сложные времена. 1 миллион 800 тысяч туристов 2025 года. То из них, вот мы делим, да, там есть большой процент однодневного туриста, есть туристы, которые приехали в Абхазию отдохнуть через туроператоров, а есть, которые забронировали через агрегаторы, а есть, кто просто к друзьям едет, никого нигде не бронируя. Да, вот возьмем цифру 700 тысяч человек, это люди, которые приехали через туроператоров. Я вижу
вопрос этих скидок или так называемого демпинга, это апрель, май, ну и начало июня какое-то. Но не дальше. И в прошлом году то же самое было. Я хорошо помню, что с 10 июня прошлого года цены стали повышаться, и стали они рыночными, как и везде. Это первое. Второе. А мы же должны понимать, что есть понятие мультипликативного эффекта. В конце концов, когда в апреле месяце в Абхазии есть турист, безусловно, он живет за какую-то смешную сумму в отеле, но этот турист выбирает экскурсию, он едет в разные уголки нашей страны, он покупает какой-то сувенир, идет в кафе, тратит где-то эти деньги. И не надо людей очень многим, ну вот знаете, выражения такие оскорбительного характера, для чего нам такой турист. Еще раз повторюсь, мы рады любому гостю в стране, да, и сумма скидки на отель абсолютно точно никак не может формировать образ этого туриста. География полетов расширяется. Прямые авиасообщения всегда стимулируют и увеличивают туристический поток. Это очень важно, отметил министр туризма. По мнению Астамура Логуа, сейчас популярны горно-пешеходные маршруты. Такой запрос есть у гостей. Подготовлено дополнительное количество инструкторов для организации работы. Новые направления, каньонинг, походы, термальные источники пользуются спросом. Также ставится вопрос по благоустройству Атапской пещеры. Шазина Ханагу, Асмат Гуня, Джамбул Чхапеля, Абхазское телевидение.